Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Абхазии, как и в Южной Осетии, вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года. Ряд нарушений были выявлены в ходе инспекции госстандарта Абхазии по дороге на озеро Рица. В Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля «Антигона». «8 августа в Абхазии и Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года. Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, воинов, миротворцев, мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года на мирный спящий Цхинвал и окрестности города обрушились артиллерийские залпы из установок «Град» грузинской армии, преследовавшие цель превратить республику в чистополе. В результате было разрушено 745 домов мирных граждан, более 200 предприятий и организаций разграблены и уничтожены. Погибли и получили ранения сотни ни в чем не повинных людей, в том числе и 72 российских военнослужащих. Несмотря на огромные потери, Южная Осетия, благодаря мужеству ее защитников, не сдалась. Своевременные действия России, осуществившей операцию по принуждению агрессора к миру, помогли предотвратить дальнейшее кровопролитие. В связи с 16-й годовщиной вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии президент Аслан Бжаня выразил соболезнования президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву. В день начала вооруженного нападения в августе 2008 года на мирный спящий Цхинвал мы чествуем мужество и стойкость народа Южной Осетии, чтим память павших за свободу и независимость республики. В результате бесчеловечного акта грузинской агрессии погибло более 1000 человек. Эти события навсегда изменили ход истории. Южная Осетия и Абхазия обрели признание независимости Российской Федерации, подчеркнул глава государства. Состоялся телефонный разговор Аслана Бжаня и Алана Гаглоева. Президент Абхазии выразил главе Южной Осетии слова поддержки в связи с 16-й годовщиной грузинского вторжения. Президенты подчеркнули взаимное стремление к укреплению и углублению взаимодействия между братскими республиками. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба направил письмо председателю парламента Республики Южная Осетия Алану Маргиеву. В этот день мы вместе с вами склоняем голову в знак уважения к памяти о погибших мирных гражданах и защитниках Республики Южная Осетия. Благодаря мужеству юго-осетинского народа и решительным действиям руководства Российской Федерации агрессивные планы властей Грузии были разрушены, отмечается в письме. Лаша Ашуба выразил уверенность, что традиции братства и укрепления дружеского взаимодействия между странами будут и в дальнейшем способствовать реализации целей мирного развития. В Москве в храме Христа Спасителя почтили память жертв пятидневной войны и отслужили панихиду по погибшим мирным гражданам Южной Осетии, защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим миротворческих сил, а также солдатам и офицерам российской армии, ценой своих жизней защитившим Южную Осетию от физического уничтожения. Как сообщает Абснопресс, памятную церемонию посетил посол Абхазии в России Алхас Квициня, который передал своему коллеге, послу Южной Осетии в России Знауру Гасиеву слова поддержки, выразил глубокое уважение к памяти павших и солидарность с братским народом Южной Осетии. Традиционно панихиду посетили иностранные послы и дипломаты, российские официальные лица, представители молодежных организаций. Траурную акцию «Свеча памяти», посвященную 16-й годовщине агрессии Грузии против Южной Осетии, проведут сегодня в Сухуми. Акция начнется в 21:00 на площади перед Абхазским драмтеатром.
К другим темам. Отсутствие маркировки, нарушение условий хранения продуктов, отсутствие уголка потребителя. Эти и ряд других нарушений были выявлены в ходе инспекции госстандарта Абхазии по дороге на озеро Рица. Инспекторы изъяли пробы виноводочных изделий и меда для проверки качества. В инспекционную поездку вместе со специалистами отправилась наша съемочная группа. Смотрите специальный репортаж Шезины Ханагу. Озеро Рица – самый популярный туристический маршрут. По пути к прекрасной жемчужине Абхазии первым объектом проверки стал небольшой рынок, расположившийся недалеко от Голубого озера. Здесь прилавки торговых точек изобилуют всевозможными продуктами домашнего приготовления. Так утверждают сами продавцы. Но инспекторы госстандарта на слово не верят. Их задача убедиться, что представленная продукция соответствует стандартам качества. Мы видим, продукция реализуется без маркировки, сертификатов на данную продукцию нету, и товар неизвестного происхождения. Будем проводить отбор проб на качество и безопасность. По итогам будем делать вывод и скорее снимать с реализации. Представившись, инспекторы подробно рассказывают о целях визита. Интересуются о наличии разрешительных документов и сертификатов качества продукции. Конечно же, к подобной торговле на улице под открытым небом и палящим солнцем возникает много претензий. Отсутствие лицензий, маркировки цен, соблюдение условий хранения, температурного режима. В общем, нарушения есть. Инспекторы обошли торговые точки и, как того требуют условия комплексной проверки, изъяли пробы для проведения лабораторного анализа. Какой? Домашний? В открытом виде продается, то есть пыль, грязь, насекомые могут на него так реализовывать нельзя данную продукцию. Она должна быть упакована. И, во-вторых, должен быть, опять-таки, сертификат. То есть мы не знаем, из какого сыра. Это домашний сыр или купленный сыр, это магазинный, там они разного сорта. То есть определенно должно быть конкретно, что, из чего он сделал, какое время сделал и какой срок у него. И условия хранения здесь, конечно, без холодильника это нарушение. Сейчас мы будем составлять на него тоже протокол, акт. Данную. То же самое здесь. Маркировки нету. Условия хранения нарушены. Температурный режим нарушен. Все то же самое везде. Ежегодно мы проводим эти рейды. Результаты по чуть-чуть улучшаются. Может быть, по чуть-чуть. Но пока они не поставят здесь стационарный холодильник, эти условия не подходят к реализации данной продукции. В течение 2-3 дней мы проведем анализы. И ИП, кто предприниматель, мы все запишем, в каком количестве. И если данный продукт не соответствует, то реализации он не подлежит. Штраф какой-то полагается? Для индивидуального предпринимателя 6 тысяч рублей ИП. Для ООО фирм 20 тысяч рублей штраф. И плюс конфискация продукции, утилизация данной продукции, если она не соответствует. Продавцы, в свою очередь, уверяют, что все, что на прилавке – вина, водка и мед, пастила, сыр, медовуха – домашнее и качественное. И, как объясняют, некоторые из них не видят необходимости в том, чтобы лицензировать и маркировать. Хотя, по существующим правилам, покупатель должен владеть информацией о продукте не только со слов продавца. Пожалуйста.
Несмотря на доводы, сотрудниками госстандарта были изъяты образцы продукции для последующей лабораторной проверки. Инспекторы также осмотрели сувенирную продукцию на предмет искажения информации. Дело в том, что производители зачастую допускают орфографические ошибки и указывают недостоверные географические данные. Здесь сотрудниками госстандарта нарушений выявлено не было. Ну, на данный момент эта продукция у нас проверяется на правильное составление названия городов нашей республики. Искажения, чтобы не было. Географическое расположение, что вот, например... Раньше было так. Да. Там Это самое. 4-5 лет назад мы выявляли, были значительные нарушения. Вот мы В уже... сухом не было, даже Да, обрезали. после этого вот они уже лучше начали это в другом качестве. И они уже сертификаты официально получают склады в основном, откуда берутся в розницу на реализацию. Но все равно мы ежегодно их перепроверяем. Майки там, и так далее. Ну, все предметы, где надписи наши географические имеются. Визитная карточка республики – абхазские вина. В курортный сезон это, пожалуй, самый продаваемый продукт. Даже при визуальном осмотре уже были выявлены нарушения. В частности, была выставлена подделочная продукция. На данном объекте реализации бутилированное вино в открытом виде, то есть оно должно быть все равно стационарно, в охлажденном до 15 градусов. Но визуальный осмотр уже показывает, что вот вызывает сомнения. Вот даты у них размытые, выпиты неправильно. И так что данную продукцию надо будет перепроверять в лаборатории. Может, и к самому производителю отправим. Потому что здесь даже нету. Может быть, что это подделка. Сам продавец понесет наказание, если это подделка. Легкий экстрим для туристов – еще одна возможность развлечься и получить дозу адреналина. А для госстандарта еще одна нелегкая задача, к которой нужно подходить ответственно. Ведь подобные развлечения должны предлагаться с соблюдением всех правил безопасности. Этот зиплайн у Голубого озера – один из самых больших. В ходе проверки специалистами нарушений не выявлено. На данном объекте нет нарушений. В течение прошлого года были проведены объекты этого зиплайна и других. То есть этот зиплайн тоже входил в этот список. Но на сегодняшний день можем сказать, что все нарушения исправлены. Выписаны предписания, пункты, требования специалистов госстандарта, они установлены, так что на этом объекте нарушений по безопасности, а также по наличию сопроводительных документов, которые утверждают, то есть есть определенные требования, которые устанавливаются ГОСТами по безопасности, они установлены. В общем, из 9 зиплайнов по дороге на озеро Рица нормам безопасности соответствует только один. Безопасность – одна из самых главных составляющих хорошего отдыха. Поэтому при предоставлении туристических услуг важно помнить об ответственности за жизнь и здоровье посетителей. По дороге на Рицу много объектов, которые не соответствуют правилам безопасности, а именно это тарзанки. Около 6 тарзанок в прошлом году госстандартом были закрыты, они не функционировали. Работал один объект, который соответствовал тем же требованиям безопасности. Вот. В этом году он тоже функционирует. Далее инспекторы провели проверку в одном из дегустационных залов. Согласно условиям проверки продукции на соответствие, сотрудники госстандарта выявили нарушения. Здесь, как и на других торговых объектах, отсутствует уголок потребителя и не указаны цены на реализуемый товар. Отсутствует маркировка. На данном объекте ПО «Терба» в реализации вот такие вот медовые изделия без маркировки. Условия хранения соблюдаются, то есть температурный режим хранения таких продуктов питания не нарушается. Единственное, что вот маркировка минус, потому что здесь нету хотя бы срок годности, когда это было приготовлено. Если было бы, и когда срок заканчивается, тогда еще можно было бы как-то на уступки пойти. Но здесь мы будем составлять акт, скорее всего, такая продукция будет изыматься, потому что мы сейчас возьмем отбор проб, и до момента ответа отбора проб, то есть до момента ответа в лаборатории продукция будет снята с продажи. Это вот эта вот вся, которая здесь стоит. Вот еще здесь чебрец мята, это, я так понимаю, чаи. Но здесь вот написано, вот и то тоже, что написано, снимает что-то
Ну, нет, тут даже нету. Нет, срока годности здесь тоже нет. И потом это является тоже нарушением по 153 статье, часть 1. В завершении инспекции сотрудники госстандарта проверили один из объектов общепита, где были выявлены нарушения санитарных норм и товарного соседства, условия хранения продуктов. Смотреть продукты и полуфабрикат, из чего готовят на данном объекте. Вот это у нас что? Рыба, картофель. Товарное соседство нарушается здесь. Рыба и курица и картофель не могут вместе здесь находиться. Так, сроки до 25-го года. Рыба у нас 25-го года. И тем более сыр, рыба и курятина, они не могут быть в одном холодильнике, так что это грубейшее нарушение. Надо исправлять. Мы это вам в предписании напишем. Так, здесь заготовка под шашлык, да? Санитарное состояние не в лучшем санитарном. Так, и овощи у вас здесь, да? Это весь склад у вас? И температурный режим не соответствует условиям. Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору продолжит плановые и внеплановые инспекции. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефонам 222 54 58, 222 60 79. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Алхаз Чичба назначен заместителем председателя службы государственной безопасности Абхазии. Указ об этом подписал президент Асламджани. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Сергея Шамба с назначением на должность министра иностранных дел Абхазии. В Российской Федерации вас знают как опытного государственного деятеля, подтвердившего свой профессионализм на самых ответственных должностях. Высоко ценю опыт личного общения с вами, в ходе которого вы зарекомендовали себя последовательным партнером и надежным союзником, отметил в своем поздравительном адресе глава МИД России. Сергей Лавров выразил убеждение, что мудрость Сергея Шамба, его дальновидность, политическая интуиция и преданность своей стране будут способствовать решению стоящих перед дипломатией республики задач, прежде всего в сфере развития российско-абхазских двусторонних отношений, а также защиты интересов и суверенитета Сухума на внешних рубежах. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездные совещания в Гулрыбском и Ачимчирском районах. Репортаж пресс-службы МВД. В рамках проведения отчетно-плановых совещаний 8 августа министр внутренних дел Абхазии генерал-майор милиции Роберт Киут посетил отдел внутренних дел по Гулрыбскому району. Начальник ОВД Резо Гулария доложил о том, что за отчетный период деятельность отдела была направлена на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Целенаправленная работа ОВД по Гулрыбскому району за 7 месяцев 2024 года осуществлялась в условиях повышенных требований к органам внутренних дел. Несмотря на это, реализация организационных и практических мероприятий совместно с органами местного самоуправления и иными правоохранительными органами позволила не допустить осложнения оперативной обстановки в районе. В течение 7 месяцев 2024 года деятельность отдела была направлена на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории, защиты прав законных интересов граждан от преступных посягательств. Так, за рассматриваемый период было зарегистрировано 27 преступлений, и из них раскрыто 26. Следственным подразделением Гулрыбского УВД в суд направлено 7 уголовных дел. Отделом уголовного розыска за 7 месяцев 2024 года в УВД доставлено 100 человек. Из них привлечено к административной ответственности 47 человек.
В производстве АУР находится 20 розыскных дел, 7 из которых по без вести пропавшим. Службой милиции общественной безопасности было обеспечено 116 судебных процессов и 22 культурно-массовых мероприятий. Сотрудниками ОГАИ ОВД по Гуларыпскому району за 7 месяцев 2024 года было составлено 3502 протокола за нарушение ПДД. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии опьянения 95 протоколов. Согласно отчету начальника ОВД, на территории Гуларыпского района в течение 7 месяцев 2024 года произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 10 человек и 1 погиб. За аналогичный период прошлого года имело место 9 ДТП, в которых погибли 5 граждан и получили травмы 17. Министр внутренних дел отметил положительную динамику снижения числа ДТП, подчеркнув важность сохранения взятого темпа работы. В дополнение Роберт Кью дал указание усилить работу по обеспечению безопасности в курортный сезон. На этих всех объектах почти около 200 разного типа на территории Гуларыпского района. И то, что в отношении них за весь период, а сейчас пик сезона, так скажем, не совершено ни одного преступления, это уже, наверное, хороший показатель. Это очень хороший показатель, потому что контингент, проживающий в районе, я знаю очень хорошо. Но если видим, что такая тенденция идет, то это хороший показатель. У нас будет уже, наверное, со следующего года, да, вот если все будет хорошо по реализации проекта аэропорта, конечно же, нагрузки на район будет гораздо больше. Это объект притяжения, который вокруг себя начнет создавать инфраструктуру, куда потянутся еще больше людей. То есть нужно быть готовым к тяжелым временам. Может быть, на первых порах, но надо будет прорабатывать заранее план мероприятий, как правильно мы будем выстраивать позиции. Да, мы увеличиваем там штатное расписание по ЛОВДТ, это их задача, конечно, будет внутри аэропорта, но вокруг это объект притяжения. Обратно же вокруг надо будет работать вам. До конца летнего курортного сезона нужно довести вот так же, как и есть сегодня. Обращать на любые прецеденты, которые происходят в отношении отдыхающих с местными. Вы знаете, что любая маломайская драка переходит сразу в стрельбу у нас. Нельзя допускать, надо пресекать. В принципе, здесь все спокойно. Я слышал в основном, что происходит, не только я. Выездное совещание продолжилось в отделе внутренних дел по Ачимчирскому району, в котором за отчетный период 7 месяцев было совершено 23 преступления. Как доложил начальник РОВД Айнар Когони, отмечено снижение уровня преступности. За 7 месяцев 2024 года ОВД по Ачимчирскому району зарегистрировано 23 преступления. Из них 4 преступления у нас относятся к категории тяжких преступлений. За отчетный период 2023 года, за 7 месяцев, у нас зарегистрировано 30 преступлений. Из них также 4 преступления относятся к категории тяжких преступлений. Все преступления зарегистрированы в 2024 году, у нас все преступления раскрыты в процентном соотношении 100% раскрываемости. Все то 100%. Да. Также и в 2023 году у нас как бы традиционно так уже идет, и в 2023 год у нас все преступления раскрыты. Службой ОГАИ ОВД по Ачимчирскому району за 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 4 ДТП, в которых погибло 2 человека, ранено 4. За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 8 ДТП, в которых погибли 3 граждан. Таким образом, разница количества ДТП, снижение на 4 единицы, по погибшим снижение на 1 единицу, по раненым снижение на 9 единиц. За отчетный период сотрудниками ОГАИ выявлено 2238 нарушений ПДД, из них за управление транспортом в нетрезвом состоянии 132, без водительского удостоверения 150, сплошная линия разметки 43, за нарушение правил установки тонирования стекол 26, без госномерных знаков 7, без ремня безопасности 917, прочие нарушения 958. За данный период сотрудниками милиции совместно с СГБ изъято 108 аппаратов для добычи криптовалюты. Когони отметил, что работа в этом направлении не приостанавливается. Первый замминистра Руслан Ажиба считает необходимым усилить работу в части борьбы с наркоманией и противодействия незаконному обороту оружия в районе. Мое мнение, лично скажу, что
большие проблемы это с наркотиками, вообще и с закладками, которые были, сейчас, конечно, чуть меньше, но вот это несколько сел, которые там, Дюбжа, Кундах и вот этот, там очень много наркоманов. Я думаю, что это больше, наверное, в Дюбжах люди, которые употребляют очень много, там семьи, которые просто уже плачут. Вы же понимаете, это такая большая проблема. Там есть даже люди, которые просто даже от пьяных уже попадают в психиатрическую больницу, в наркодиспансер. Вот это проблема, конечно, и проблема, я думаю, что ношение, хранение огнестрельного оружия, которое просто короткоствольное, вот эти два направления, которые и наркотики, у нас еще время есть, мне надо будет просто достать именно посев, который с опозданием переключились именно в другое направление. Ну, еще раз говорю, есть время, надо будет исправить, подтянуться. В последние годы в районе растет число туристов. Это связано в первую очередь с открытием новых объектов размещения, как крупных, так и средних. Активно функционирует частный сектор. Генерал-майор милиции Роберт Кют поручил усилить работу в части обеспечения общественной безопасности. Надеемся на это, по крайней мере, что люди будут иметь возможность создавать объекты размещения, что будут в район приезжать побольше людей, экскурсионные маршруты, может быть, какие-то будут дополнительные. Это все, конечно же, в экономическом плане выгодно и хорошо для района, но в то же время это дополнительная нагрузка на наших сотрудников. Я понимаю, что сейчас в летний курортный период достаточно сложно с учетом наличия личного состава и объектов размещения, но когда их будет больше, будет еще больше, наверное, трудностей. Но, наверное, все-таки самое главное, это мы количество личного состава и штатную свою составляющую поменять мы не можем. Будем опираться на техническую составляющую. Максимально, насколько это возможно, оснащать камерами видеонаблюдения и многим другим, которые нам будет позволять оперативно реагировать на все эти ситуации. Непростой остается ситуация с положением дел в отделении ГАИ райотдела. Руководители МВД поручили составить предложение и заявки по возможному улучшению ситуации. Роберт Кют поблагодарил личный состав за проделанную работу. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Асабу Арам Георгиевич, 1977 года рождения, житель Чимчирского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Шинелия Анри Генуевич, 2002 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Бучаев Билал Васевич, 1991 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мельничук Сергей Александрович, 1985 года рождения, житель города Сочи, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чакория Нукзар Джумкович, 1971 года рождения, житель города Чимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Канарезов Эдуард Игоревич, 1992 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Цанба Давид Алексеевич, 1986 года рождения, житель города Ткварчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Конюков Валерий Иванович, 1983 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Черных Елена Сергеевна, 1988 года рождения, жительница Луганской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Матичик Анна Олеговна, 1993 года рождения, жительница Республики Башкортостан, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Протопов Серафим Александрович, 2002 года рождения, жителя Чимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Адлиба Адгур Гурамович, 1990 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Григорий Роланд Родикович, 1978 года рождения, житель Нового Афона, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ.
Чеди Астамур Нодаревич, 1985 года рождения, житель города Гагра, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Вардани Игнат Эврикович, 2005 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем без водительского удостоверения. От прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ отказался. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. На очередном заседании Сухумского городского собрания депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки дня, в том числе вопрос об изменении тарифов за услуги, предоставляемые Сухумским центральным рынком. Согласно документу, арендная плата помещений должна составлять не менее 500 рублей и не более 1000 рублей за 1 квадратный метр в месяц. Горсобрание также рассмотрело письма главы администрации Беслана Эшба о согласовании проекта положения о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципальной собственности города Сухум. Кроме того, Горсобрание утвердило временные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для физических и юридических лиц. Так, горожане, установившие приборы учета, будут платить за водоснабжение и водоотведение 4 рубля за 1 кубометр воды в месяц, не установившие приборы – 10 рублей. Госорганы и бюджетные учреждения – 70 рублей. Промышленные, хозрасчетные и коммерческие организации – 100 рублей. Предприятия, организации, учреждения, не подведомственные Абхазии – 210 рублей. Сегодня, на мой взгляд, мы поступили правильно, что не увеличили тарифы для физических лиц. Установка прибора учета сегодня не такое сложное занятие. Я думаю, что многие граждане наши пойдут по пути того, что установят приборы учета и смогут платить так же, как они платили ранее. У многих даже экономия возникнет. И это достаточно неплохо. Спасибо большое. Да, нам сегодня пришлось увеличить цены по юридическим лицам, но это связано с тем, что подорожание идет за электроэнергию, заработную плату. Потому то, что мы сегодня сделали, это большой плюс. Вечером 10 августа на террасе Руин-бар по проспекту Леона 1 состоится моноспектакль по рассказам Сергея Довлатова «Истории из чемодана». Спектакль Леонида Таранова о том, что в сущности жизнь каждого из нас совершенно спокойно уместится в небольшой саквояж, а может быть и в спичечную коробку. Главный герой – сам автор с его мягким юмором и непринужденной манерой общения с персонажами, участник комедийных абсурдных ситуаций. Исполнитель Леонид Таранов, автор инсценировки и режиссер, заслуженный деятель искусств России Дженни Катышева. А 16 августа в Абхазском драмтеатре состоится благотворительный концерт народной артистки России и Абхазии Хиблы Гирзмава и Олега Акуратова, который пройдет в рамках 22-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Хибла Гирзмава направит все вырученные средства с продажи билетов на лечение Фридоны Авицба. В Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля «Антигона». Трудились над долгожданной постановкой актеры театра и приглашенный режиссер Виктория Печерникова. Художник по костюмам Ульяна Еремина. «Антигона» – это пьеса французского драматурга Жана Ануя, основанная на сюжете древней мифологии и дополненная его собственным переосмыслением. Яркая премьера дополнила интересным спектаклем репертуар театра. 10 минут до начала премьеры. За кулисами настоящая суета. Режиссер, актеры, сценограф, художник. Все они объединяют свои усилия, чтобы создать магию на сцене. В театре царит особая атмосфера, которая переполняет всех. Режиссер подбадривает актеров, произносит сопутствующую речь. Все должно быть под контролем. Я как фортепиано, который не фальшивит. Я готов, я рад. Я могу это сказать, то, что я думаю, сыграть трагедию об Антигоне. И дотянуть до финала ее. Нигде не надо орать, но надо, чтобы вас было слышно. Я где-то сзади буду сидеть, играть или меня? Мы с Ульяной на вас смотрим, мы вас любим, мы топим вас своей любовью.
Поэтому никаких нервов не надо. Нервы нам не нужны. Нужно четко отработать, как это на репетиции было. Договорились? Да. Что будем кричать? Разум и сердце, миф и реальность, история и современность. Все это тесно переплелось в «Антигоне». Постановка молодежного театра захватывает с первой же минуты и не отпускает до конца. Судьба или воля, законы страны или законы совести? На что мы готовы ради любви? Ответы на эти вечные вопросы творцы пытаются найти тысячелетиями. «Антигона» – это еще одна попытка понять природу человеческих страстей. В основе спектакля мифологический сюжет. Сын царя Эдипа убит в сражении родным братом. И новый царь Крион запрещает хоронить погибшего. Их младшая сестра Антигона не согласна с таким решением и во что бы то ни стало хочет предать тело брата земле. Теперь ей грозит смерть. Главную героиню играет Эсма Шуген. Роль Антигоны стала ее звездным часом. Она справилась с этим сложным образом блестяще. Эсма с улыбкой на лице отмечает, что у них есть общие черты характера. Но она иногда капризничает, можно сказать. Да, иногда капризничает, это точно про меня, даже. Да, так она очень со сложным характером. Ей 20 лет, несмотря на такой характер, она показала себя настоящей героиней. Это моя не первая главная роль, больше такая ювелирная работа, можно сказать, потому что тут и сложно очень, есть такие переходы, где это сложно очень удается. И мне в этом очень помогает режиссер. Хочу сказать огромное спасибо не только режиссеру, но и Аслану Михайловичу, Софье Харитоневне. Столкновение двух идей. Кто же прав, Антигона или Крион? По ходу спектакля зрители будут не раз менять свое мнение. Роль Криона сыграл заслуженный артист Абхазии Аслан Анкваб. Режиссеру Виктории Печерниковой и сценографу, художнику по костюмам Уляне Реминой впервые довелось работать с Абхазским театром. Все началось в июне, когда их пригласил в республику директор молодежного театра Аслан Инык. Российский режиссер почувствовала себя частью одной большой театральной семьи. Я очень полюбила молодежный театр. Это семья, это люди, воспитанные одним человеком, Софьей Харитоновной, Агума. И это чувствуется. Одна школа, единый дух, единая атмосфера внутри всего коллектива. Это ни на что нельзя променять. Это театр-студия, который пошел по профессиональному пути и, на мой взгляд, очень достойно идет по этому пути. Они горят, глаза горят. И потенциал большой, очень. Хочется с ними еще работать, хочется привозить сюда других режиссеров, которые еще больше им что-то новое дадут. Спектакль шел на одном дыхании, в зале ни единого звука, а в финале громкие овации, цветы и браво. Впрочем, лучше всякого пересказа о том, как приняли игру актеров, говорят слова самих зрителей, записанные сразу после просмотра спектакля. Среди них театральный критик Елена Покорская. Как вы видите, во всяком случае, и по эстетике, по манере исполнения, по тому, как идет спектакль, видно, что на сцене Абхазского театра таких спектаклей очень немного. И на сцене этого театра, я думаю, это первый такой спектакль, когда работают в очень лаконичной, в очень условной манере,
с очень тонко продуманной цветовой гаммой. Это очень греческий спектакль, бело-голубой. И в тонах Древней Греции, в тонах современной Греции. Игра выше всяких похвал. Это правда. Мы восхищены. Вот мы вдвоем сидели, в принципе, мы у одной хозяйки отдыхаем. Поэтому, да, просто, ну, высший класс. Я не знаю, как это еще назвать. Если бы, конечно, мы слышали и понимали это вот как бы в языке сразу, это было бы гораздо, наверное, выше всяких похвал. Но сейчас мы реально впечатлены. Спектакль тоже мне очень понравился, тоже меня очень впечатлил. Игра актеров просто потрясающая. И настолько они передали весь этот смысл, что просто чувствовала себя там, находясь в той эпохе. Как только увидели, что Антигона, сразу это то, что надо. Да. Кажется, развязка предопределена, а трагедия неминуема. Но время Антигоны еще придет. Пусть и после смерти царевны-бунтарки останется ее правда. А верить ли ей, решать вам. Шазина Ханагуа, Нарсоутулугия, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 9 августа на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амщик Шара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.